Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мой канал, за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. С кем и в чем вам совсем скоро повезет? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой интересный здесь знак у нас вышел. Смотрите, какая парочка, просто сладкая парочка. Очень высокий, сильный мужчина, и рядом с ним такая миниатюрная принцесса, девочка-принцесса. Смотрите, мужчина над женщиной делает такую арочку, да, как защиту, как крышу ей предоставляет. Замечательный знак. Девчонки, кто-то из вас в ближайшее время познакомиться с шикарным мужчиной, надежным мужчиной, добрым мужчиной, положительным мужчиной. Это везение, это удача встретить именно такого, как он. Смотрите, как он на вас с обожанием смотрит, и прям мощь в нем ощущается. И даже вот нога, видите, в вашу сторону повернута. В вашу сторону, то есть для вас будет стараться. Девушки, у кого-то отыграется, что с мужчиной вы уже знакомы. И этот мужчина будет делать вам предложение любовного характера. Да? Предлагать вам, например, встречаться, сходить на свидание. Опять же, мужчина очень надежный. У других отыграется, что мужчина будет предлагать вам работу. Да? Хорошее предложение по работе, где вы не только сможете работать, заработать, но и быть под покровительством этого человека. Просто шикарный знак. Девчонки, не пропустите своего мужчину, свое везение. И, конечно же, не отказывайтесь от его предложений. Так, давайте теперь пойдем по порядку с основания. В основании у вас здесь мостик. Мостик, который сломался. Не знаю уж по вашей причине, либо по причине другого человека. С кем-то здесь как оборванная связь. Может быть, вы дружили, может быть, вы родственными связями были объединены. Но что-то произошло, мостик сломался. Здесь идет ситуация, которая может вас помирить, примирить и возобновить между вами контакты. Ситуация будет послана свыше. Что-то такое произойдет во внешней среде, когда перед вами станет выбор. Либо с этим человеком договориться, да, примириться, договориться и вместе решить эту проблему, либо смириться с теми обстоятельствами, которые выпадают. Я вижу, что вы будете не против, да и тот другой человек тоже будет не против. Это как случай, волшебная палочка, это соломинка спасительная, которая помогает восстановить отношения. Не надо упорствовать, не надо становиться в позу, знаете, как на обиженных воду возят. Да? Есть возможность помириться, конечно же, миритесь. Поверьте, это доброе начинание. Так, здесь мне показали женщину с мечом в руках. Она что-то прям не на шутку разошлась. И вместо того, чтобы навредить вам, вредить себе. Какой-то поступок, какое-то действие. Что-то она такое будет предпринимать, что-то такое будет делать, что навредит не вам, а ей самой. А в чем вам повезет? Повезет в том, что она слетела с катушек. Повезет в том, что она пойдет на какие-то, совсем бездумные действия. Бездумные действия, которые навредят ей. Именно ей, не вам, ей навредят. Причем она себя очень, серьезно так поранит этими своими действиями. Либо причинит себе какой-то непоправимый ущерб. Она такая, знаете, слишком горячая, как слетает с катушек. Сама себе вредит. Пусть так и будет. Так, в следующем моменте мне показывают мужчину. Мужчина занят какой-то серьезной профессией. Либо мужчина какой-то прям руководитель руководителей
начальник всех начальников. Очень серьезный мужчина, представительный мужчина. К нему люди почему-то боятся подходить, обращаться. Либо он очень строг, либо он очень такой, знаете, надменный, требовательный, громогласный, может быть, даже, да, строгий, громогласный. И люди его боятся. Вы тоже как-то побаиваетесь. Может быть, какие-то слышали истории об этом человеке, о его тяжелой руке, да, либо о его там суровом слове. Смотрите, несмотря на то, что человек сам по себе действительно такой холодный, закрытый и надменный, именно к вам этот человек испытывает какую-то нежность. Нежность, симпатию. Это не про любовь, нет, не думайте. Это именно вот чисто человеческое качество. Вы симпатичны этому человеку. Что-то есть у вас такое, что вас выделяет на фоне других людей. Может быть, вы очень добродушный человек, честный человек, открытый человек. Смотрите, двум будет отказано, либо двум людям, которые перед вами зайдут, будет отказано, а вот вас будут принимать, и вам будет позитивный ответ. Не бойтесь своих начальников, не бойтесь власть имущих, держащих людей. Поверьте, здесь именно расположенный будет к вам. И не слушайте чужих каких-то неудачных примеров. Поверьте, у вас совершенно другая история. Вам, во-первых, повезет с тем, что у этого человека к вам симпатия, и, во-вторых, то, что вы не побоитесь, совладаете с собой и к этому человеку подойдете. С правой стороны, для тех, кто работает, вам очень повезет с информацией. Информацией, которую вы узнаете, получите, услышите, увидите. Да? У каждого по-своему отыграется. Информация, которая помогает принять правильное решение, сделать правильные выводы, правильные поступки. Здесь как поле информационное, в которое вы попадаете. Другим эта информация будет недоступна. Доступна будет только вам. Может быть, с вами кто-то секретами будет делиться, а может быть, вы подключите не только свою аналитическую жилку, но и интуитивную. В любом случае, здесь пазл какой-то сложится, что-то вы для себя поймете, что вы делали так, либо наоборот, что вы делали не так, либо что вам нужно сделать, чтобы добиться, допустим, карьерного роста, хорошей прибыли, заявить о себе. В таком ключе идет. Но это именно все благодаря информации произойдет. Плюс у кого-то еще на работе, либо по работе, как помощник появляется. Может быть, это коллега, напарник, напарница. Может быть, как ученика вам дадут. Может быть, новый человек вольется в ваш коллектив. Какой-то добрый человек, который будет с вами дружить. Дружить не просто так, а от чистого сердца. Как друг, подруга, надежное плечо. Почему-то как к роднулечке будете относиться. Но и к вам также будут относиться. То есть повезет с тем, с кем вы будете работать рядом вместе. Еще идет информация о том, что кто-то из вас буквально вот в тот срок, который вы загадали, найдет для себя либо работу, либо подработку. Вам очень повезет с этой работой, либо подработкой. Там либо люди очень хорошие, открытые, добрые будут, либо работа сама по себе такая, знаете, не пыльная, не грязная, не тяжелая, но при этом хорошо оплачивается, либо там выгодные условия, может быть, расположение там удобное, может быть, какие-то дополнительные бенефиты, бонусы вам будут выдаваться на этой работе. Вас будут со стороны люди оценивать как прям везунчика, что вы получили такую работу, такую должность, либо устроились на такую подработку. Как завидовать даже вам будут. С завистью будут о вас говорить, даже в лицо вам будут говорить, что «ах, тебе повезло», либо там еще что-то. Вот. Неприятный, конечно, момент, когда завидуют, но тем не менее, что будет, то будет. Кстати, если вы работу не ищете, возможно, кто-то из ваших близких, да, из ваших близких найдет работу очень хорошую, очень прям по душе, да, работа по душе, условия очень хорошие, люди, коллектив, начальство. Все очень милые, все очень добрые, и работа будет ладиться. Так, еще с левой стороны вышла женщина, которая что-то умеет, что-то знает. Женщина как носитель, обладатель каких-то техник, секретов, тайн, необычных подходов к жизни, либо к каким-то ситуациям.
случайным образом вы с этой женщиной, ну, либо познакомитесь именно с ее знаниями. Может быть, книгу ее прочитаете, может быть, ее какое-то видео посмотрите на том же Ютубе, либо в ТикТоке, либо там, в Фейсбуке. Вас эта женщина очень поразит и очень сильно замотивирует. Знаете, это как такая движущая сила, как такой пинок, волшебный золотой пинок, который вам поможет выбраться из застоя, в котором вы сейчас оказались. Вы восхищаться этой женщиной будете, восхищаться ей, ее работой, ее какими-то словами, высказываниями. Она очень сильный мотиватор и очень классный помощник на самом-то деле. Ну, то, что она делает, то, что она умеет делать. Вам очень повезет именно на эту женщину попасть, либо на ее работу попасть. Выход из застоя у вас идет. Так, еще вам повезет что-то услышать, подслушать, либо даже подсмотреть. И так может отыграться. Поведение какого-то человека. Человек, который перед вами, ну типа хороший, весь такой идеальный, ни одного пятнышка нет, аки солнышко. Либо человек, который старается вам со всех сил понравиться и перед вами разыгрывает роль идеального человека. Случайным образом, как сама судьба вас подведет и откроет вам глаза на этого человека. Что-то увидите, услышите, подслушаете. Но это как-то больше визуально идет и на слух ощущается, потому что у вас и глаз, и ухо. Раскроются глаза на этого человека. Здесь идет как отрезвление. То вы были под чарами этого человека, ну, считали, что типа, о, идеальная, либо идеальный. И тут вы начинаете понимать, что не-не-не-не-не. Человек очень никчемный, очень опасный и способный на всякие гадости и пакости. Прям как отрезвление, открытие глаз на какого-то человека идет. Это тоже везение. Пока этот человек вами не воспользовался, либо не втянул вас в какую-то аферу, либо на вас не нажился, да, увидеть, кто этот человек. Так обнаженный этот человек перед вами, да, ничего не скрывает. Вы все видите. Все эти замыслы вы можете прочитать наперед. Так, еще здесь дорога, случайная дорога, которая приведет вас к желаемому. Но здесь больше похоже на какие-то покупки. Случайно забредете в какой-то магазинчик, либо в торговый центр, либо какую-то лавку, да, где продают нужные вам вещи. Здесь как два в одном. И вещь вам нужна, и цена очень такая вкусная, подходящая для вас. Случайно вот как-то забредете. Может, просто будете прогуливаться, может быть, там какой-то дорогой домой пойдете, непривычной. Да, случайным образом оказываетесь в месте, где продают то, что вам нужно, либо то, что вы давно-давно искали, очень хотели приобрести. То есть такая прям радость, вы там небесам спасибки отправляете, говорите, ой, как классно, как мне повезло. Еще у вас здесь знак косы, а на косе как будто бы ангел стоит. Какая-то опасность, какая-то неприятность, острая ситуация. Тут вам то ли знаки будут посылать, да, чтобы вы там что-то не делали, либо куда-то не ходили, с кем-то не общались, либо в принципе эта ситуация как-то стороной вас обойдет. Напугаться не напугаетесь, но что-то вы такое ощутите, как вас там останавливают, либо переводят на другую сторону дороги. Могут быть моменты, что вы проспали, да, думаете, о боже, я проспала, все, беда, катастрофа, а на самом деле кажется, что ой, как здорово, что я проспала, да, я не попала в какую-то неприятность. Здесь как ангел вмешивается, ваш ангел-хранитель и вас от чего-то защищает, от какой-то острой, неприятной ситуации. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание, берегите себя, всем пока-пока.